То, что это будет не рядовое послание Владимира Путина Федеральному собранию, можно было догадаться. О его содержании, естественно, мало кто знал заранее. Только в СМИ уже просочилась информация, что Путин будет говорить о борьбе с бедностью и демографией. То, что послание решено было озвучить в самом начале года, также наводило на мысли, что будет заявлено о стратегически важных инициативах, реализацию которых нельзя откладывать. Для обсуждения послания организовали специальные площадки с экспертами и политологами, что также придавало значимости событию. Владимир Путин ожиданий не обманул. Судьба России, ее историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет. Я хочу содержательную часть начать именно с демографии. Мы говорим преобразование, мы говорим рывок, мы говорим прорыв. А кто? Если людей-то не будет, кто-то же это должен делать. Это, на первый взгляд, кажется, вот нам можно построить сейчас 150 тысяч заводов. Ну и что? Дальше вопрос. Кто и почему будет покупать эту продукцию, когда мы имеем возможность сегодня выбирать, да, между товарами различных производителей. Поэтому, может быть, и правильно, что с демографией тогда начал? Думаю, да. Меры социальной поддержки для молодых семей и не только, озвученные президентом, беспрецедентные. Было предложено не просто продлить программу материального капитала минимум до 2026 года, но и существенно ее укрепить. В частности, мат-капитал в России начнут выплачивать уже на первого ребенка в размере 466 тысяч рублей. За рождение второго ребенка материальный капитал становится весомее на 150 тысяч рублей. То есть семья получает уже 616 тысяч. Кроме того, после рождения третьего ребенка государство частично закрывает ипотеку семье на сумму 450 тысяч рублей. Все это вкупе дает мощный стимул для молодой многодетной семьи. Ведь она получает возможность вложить в улучшение жилищных условий разом более 1 миллиона рублей. И это далеко не все, что предложено Путиным. Шквалом аплодисментов были поддержаны и другие меры социальной помощи, прежде всего семьям с небольшими доходами. Это не только ежемесячные выплаты, но и, например, обеспечение бесплатным школьным питанием всех детей с 1 по 4 класс. Доплаты учителям за классное руководство. Еще одно предложение, которое вызвало овацию в зале. Путин поручил организовать ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Это было так неожиданно для нас. Это получается с 3 до 7 лет поддержка. Вот. После того, как мы услышали этот момент, проговорили, муж решил вообще, чтобы я не выходила на работу. Молодая семья Самигулиных из Высокогорского района пребывает в приятном шоке. Назлия собирается после декрета работать учителем в школе. А значит, будет возможность участвовать и в других программах социальной поддержки, как федеральных, так и республиканских. Ну, конечно же, я об этом думаю, мечтаю. Это, тоже является большой поддержкой для меня. Вот, видите, я попадаю под разные программы. С 1 января будет организована плата за первого ребенка. Сейчас со второго, третьего и так далее. С первого ребенка. Остро стоит вопрос обеспечения горячим питанием учащихся начальных классов в общеобразовательных школах нашей страны. Татарстан наиболее, может быть, и готовый уже к тому, чтобы, имея инфраструктуру в школах, в столовые и пункты питания, горячим питанием обеспечивать. По-моему, никогда за последнее время президент не говорил, не вносил такого количества предложений, которые действительно в состоянии изменить жизнь каждой семьи в лучшую сторону. Все просто, понятно и совершенно четко сказано и прописано, я так полагаю, уже какими-то решениями, в том числе подкреплены финансами. При этом все эти программы будут работать совместно с другими дополнительными мерами поддержки, которые уже оказываются на региональном и местном уровнях. В Татарстане таких программ достаточно много. Это и ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, и электронные сертификаты на лекарства, и субсидии на оплату детского сада, и так называемая коробка для новорожденных. Такую, какую получила молодая семья Терентьевых из Балтасинского района.
А вот комбинезон, который, да, вы говорите? Да, комбинезон. Еще кукмарское многое. Вот это кукмарское, это валенки кукмарские. Какие маленькие валенки бывают, да? Подгузники улья. Как? Тоже из Татарстана? Да. Без детей-то нельзя? В ваше время был такой? Не было? Нет. Вышла замуж за... Что и как нужно предпринять в стране, чтобы демографическая яма из-за малочисленного поколения 90-х не стала пропастью? Россия с подачи Путина идет на важные принципиальные меры. Многое, конечно, зависит от самих молодых семей. Семья Миндубаевых из Высокогорского района ответственность понимает. У Айгули и Альберта уже 3 детей. Вам не обидно, что вы под некоторые программы уже не под... Нет, конечно, нет. Мы рады, наоборот, за тех семей, которые будут получать эти выплаты. Мы не гонимся за программами. Самое главное, чтобы были здоровые дети, и мы сами здоровы. Если мы будем здоровы, то деньги можно заработать, а естественно, эти выплаты – это большая поддержка. Вы посмотрите, какая серьезная поддержка молодым семьям. Разве мы об этом могли мечтать? Мы даже не думали. И здесь не только при рождении 2-го ребенка ты уже имеешь право на получение материнского капитала, когда родился в семье 1-й ребенок, и с тем, чтобы уже подготовиться ко 2-му. И вот здесь действительно семья родила ребенка, и она уже может планировать какие-то свои жизненные горизонты в части решения жилищного вопроса. Чтобы реализовать все намеченное, нужны, конечно, колоссальные средства. В СМИ уже была озвучена цифра в размере около 1,5 триллиона рублей. Откуда деньги? Частично из того, что уже накоплено страной, в том числе не исключено из Фонда национального благосостояния. Остальное нужно зарабатывать. Комплекс мер экономического стимулирования Путин уже озвучил. Он предложил компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов, которые тратятся на льготы для малого бизнеса, а также анонсировал ускоренное принятие законопроектов о защите инвестиций. Новую конституцию принимать нет необходимости, заявил Владимир Путин, но поправки в нее необходимы. Так президент считает, что в основном законе должны быть закреплены нормы, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в правовом пространстве страны. Высказался Владимир Путин и за более жесткие требования к государственным служащим. Главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство, либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства. Тимур Бекмурзин, Диляра Юсупова и Андрей Мохов. 7 дней.